Адгур Амирович, как раз вы проговорили про энергетический кризис. Тема очень острая, тема очень болезненная. Есть мысли в этом направлении. Мы правда хотим уже жить в стране, где есть нормальный свет. Ну, на самом деле парадоксальная ситуация. Мы имеем свою генерацию, мы получаем до 2 миллиардов киловатт-часов в год. Проблема в том, что за все эти годы мы не смогли наладить систему таким образом, чтобы этого количества электроэнергии нам хватало. Плюс ко всему, в 2020 году, во второй половине 2020 года, экс-команда легализовала майнинг, что спровоцировало резкий скачок потребления. Соответственно, на сегодняшний день дефицит электроэнергии в Абхазии по итогам года составляет порядка 850 миллионов киловатт-часов. Это огромное количество электроэнергии. Конечно, у нас есть свое видение, есть план, как выйти и вывести страну из энергетического кризиса. По оценкам специалистов, пошаговые действия в течение 3-4 лет принесут определенные плоды, которые стабилизируют ситуацию. Что нужно делать? Если говорить коротко, это дорога с двух сторон. С одной стороны, это сокращение потребления, сокращение потерь, которые у нас огромное количество в сетях, свыше 20%. Почему свыше? Это минимальная отметка на всех подстанциях и вниз по распредсетям 20% потери считаются. Там в некоторых местах и до 40% доходит, и до 50%. Сокращение этих потерь с одной стороны, а с другой стороны увеличение количества вырабатываемой электроэнергии. Речь идет о восстановлении 3 неработающих перепадных гидроэлектростанций, которые находятся в Гальском районе. Это 2-я, 3-я, 4-я. Вот в совокупности вот эти меры позволят нам выйти из энергетического кризиса, и альтернативы этому нет. И при этом сохранить энергетическую систему Абхазии государственной, то есть народной, что в перспективе позволит нам балансировать тариф на уровне социального. Конечно, тариф, который резко увеличился за последние годы решением правительства, мы этот тариф будем сокращать, потому что этот тариф нерациональный. Люди не могут платить не потому, что не хотят, у них нет возможности платить. Вот я недавно был в одном из абхазских сел Гудаузского района, люди принесли и показывают мне список должников, и перечислены фамилии, там 52 тысячи, 53 тысячи рублей. Ну, объясните мне, откуда возьмет крестьянская семья, которая не имеет никаких источников доходов, кроме как натуральное хозяйство, деньги, чтобы оплачивать электричество в таких объемах. Поэтому нужно здесь грамотно рассчитать. Конечно, в селе Пакващ или там Члоу, Кутол, Дурипш, там и Джирхуа, ваше село, Хуап, не может быть такой же тариф, как, допустим, вот в моем городе Новый Афон. В Новом Афоне у людей чуть больше возможностей. Да и там не должен быть такой высокий тариф, который сейчас есть. То есть я к чему это говорю? К тому, что тариф необходимо сократить до того уровня, чтобы люди реально могли платить. И вместе с этим необходимо предпринимать меры по увеличению собираемости. А это в первую очередь установка приборов учета, счетчиков по-простому. На сегодняшний день установлено до 30 тысяч приборов учета в Абхазии. Кстати, как показала практика, установка приборов учета приводит к резкому сокращению потребления минимум на 22-23%. Это минимум. Например, там в ряде городов там до 37-40% где-то сокращается потребление. Поэтому вот все эти действия необходимо будет проводить. Конечно, у нас и так, еще вы упомянули 2020 год, и тогда у нас было в планах в сфере энергетики предпринимать определенные шаги. Но здесь ситуация, конечно, усугубилась теми решениями, которые были приняты экс-правительством, экс-президентом. Но в любом случае альтернативы этой дороге, этому пути нет. Мы обязаны и должны сохранить энергетическую систему государственной.